Что буряты думают о казахах? Здравствуйте, нам прислали этот фрагмент, чтобы мы вместе посмотрели и разобрали, что буряты думают о казахах. Здесь не про политику и не про споры. Это личное мнение человека, его наблюдения, стереотипы и восхищения. Давайте послушаем внимательно и по ходу остановимся, чтобы добавить авторские комментарии. Что буряты думают о казахах? О, очень правильный и цепляющий вопрос. Он сразу задает тон всему разговору. Потому что обычно мы слышим, что думают о казахах сами казахи. А здесь взгляд со стороны, причем со стороны близкого по духу народа. Это сразу вызывает интерес и доверие. Ну, казахи сейчас очень известны. Снимают разные вайны и тому подобное. Но у меня очень положительное отношение к ним, так как мне интересно на них смотреть. Лично не сталкиваюсь, но в Инстаграме постоянно слежу за ними. Ну, мне кажется, они молодцы, так как продвигают свой язык, разговаривают на нем, снимают также на них вайны. Вот здесь ключевой момент – язык. Очень многие народы боятся использовать родной язык в современном контенте, считая, что он не зайдет. А казахи сделали наоборот, и это сработало. Они доказали, что свой язык – это не ограничение, а сила. Так, у них свадьбы проходят очень красиво. Казахская свадьба – это уже отдельный культурный бренд. Масштаб, эстетика, уважение к традициям и при этом современный стиль. Редкое сочетание. Неудивительно, что это сразу бросается в глаза людям со стороны. Я считаю, что их отличает такое остроумие, поскольку недаром все известные блогеры, ютуберы, в частности вайнеры, являются именно представителями этого народа, поскольку действительно, наверное, юмор у них в крови. Юмор – это всегда признак внутренней свободы народа. Если народ умеет смеяться над собой и жизнью, значит он живой, гибкий и умный. И действительно, казахский юмор сегодня узнаваемый и очень самобытный. Стереотипное мнение первое, которое приходит в голову. Казахи – это красивые девушки, очень ухоженные – это парни, достаточно состоятельные, дети своих состоятельных родителей. Но вот это и есть такой стереотип, потому что когда едешь куда-то за границу, это кто там, допустим, покупает дорогие номера, там еще же ездит на дорогих машинах, это почему-то или китайцы, или казахи. Важно, что человек честно называет это стереотипом. Стереотипы возникают не на пустом месте, но они никогда не отражают всю реальность. Тем не менее, казахов действительно часто ассоциируют с уверенностью, ухоженностью и достатком, и это тоже часть их образа в мире. Они все такие прям вместе сплоченные ребята, веселые. Сплоченность – это огромная сила. Когда люди держатся друг за друга, поддерживают своих и не стесняются быть вместе, это всегда чувствуется со стороны. И это то, чему многие народы могли бы поучиться. Очень целеустремленные ребята, наверное. Народ очень красивый, не спорю. Что еще? Веселые, юморные, активные. Здесь уже не просто эмоции, а общие впечатления. Целеустремленность плюс активность плюс юмор – это формула успеха в современном мире. Неудивительно, что казахов все чаще замечают в разных сферах. Казахи очень классные ребята. Мне очень нравится, как они реализуются творчески. Потому что в России, как будто вот, в Бурятии конкретно, мы смотрим, мы равняемся на Запад, а для нас Запад – это Москва. А у казахов как будто они смотрят дальше Москвы, дальше России, они смотрят куда-то на Америку. Вот именно в творческом плане очень крутые казахи. Вот эти вайнеры, у них там очень хорошо развивается кинематограф. Знаете такого режиссера Айсултан зовут? Очень крутой чувак, прям слежу за ним. Он сейчас снимает клипы для всемирно известных рэперов. Вот. Но мне кажется, казахи это вообще типа инопланетяне какие-то, которые в своем мирке живут и очень хорошо живут. Вот. Очень приятные люди. Это, пожалуй, самая сильная мысль всего текста. Казахи не замыкаются в региональном мышлении. Они сразу смотрят глобально. Именно поэтому их контент, музыка и кино выходят за пределы страны. Инопланетяне здесь – это не про оторванность, а про другой уровень мышления.